Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем онлайн-проект «Уроки медиации». Сегодня мы хотим продолжить рассказывать вам об одном из направлений медиации – это межэтническая медиация. Медиация, как альтернатива судебным разбирательствам, набирает широкую популярность в нашем государстве. Очень активно ее применяет в своей деятельности наш Дом дружбы Кустанайской области Ассамблеи народа Казахстана, когда необходимо правильно урегулировать межэтнические конфликты. В законе о медиации, принятом в Казахстане в 2011 году, записано, что медиация – это процедура урегулирования спора между сторонами при содействии медиатора в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемого по добровольному согласию сторон. Как нам известно, в рамках деятельности Ассамблеи народа Казахстана в качестве медиаторов часто выступают активисты и лидеры различных этнокультурных объединений, общественные и профессиональные медиаторы, соответствующие сотрудники Дома дружбы. А они, как правило, достаточно авторитетные люди, имеющие большой жизненный опыт, что имеет важное значение при разрешении межэтнических конфликтов. В современном мире, к сожалению, наблюдается социальное и финансовое расслоение населения, напряженность, озлобленность и конфликтность. Увеличивается миграция общества, обостряются межнациональные и межконфессиональные конфликты. Поэтому возникает необходимость в формировании компетенции, навыка, умения жить в многонациональном обществе, вести межкультурный диалог конструктивно, а главное – позитивно мыслить и взаимодействовать. Развитие межэтнической медиации является важной общественной инновацией, которая востребована современной жизнью и является одним из приоритетных направлений развития медиации в целом. Задачей межэтнической медиации являются разрешение межэтнических и межконфессиональных конфликтов, предотвращение данных конфликтов и их эскалации путем проведения разъяснительной работы среди населения, ограничения ответственных, а порой и карательных реакций конфликтующих сторон. С целью предотвращения и урегулирования межэтнических конфликтов необходимо научиться уважать культуру, обычаи, традиции и язык живущих рядом этносов. Любить свою страну и малую родину, гордиться ими, а для этого нужно достаточно глубоко знать ее богатейшую историю, самому учиться быть дружным, отзывчивым, ответственным, культурным, толерантным, миролюбивым и патриотичным. Всегда нужно помнить, что очень часто различные виды конфликтов, такие как социальные, культурные, экономические, политические, трудовые, семейные конфликты, маскируются под межнациональные и межконфессиональные конфликты. И это очень опасный процесс, который называется этнитизацией. Именно межэтнические конфликты, которые обычно не подлежат судебному регулированию, показывают нам, какую важную роль играет межэтническая медиация. И в решении межэтнических проблем нам помогает медиатор, который путем диалога сторон, их переговоров способствует тому, что стороны решают возникший конфликт путем мирного договора и соглашений конфликтующих сторон. На этом лекция о межэтнической медиации окончена. Спасибо за внимание. До следующих встреч.